В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Без уплаты налогов государство существовать не может. Послание президента Народному собранию. Ставки по НДС будут снижены для малого бизнеса. Президент пообщался с митингующими предпринимателями. Из 5 вопросов рассмотрели 2. Репортаж заседания сессии парламента. О положении в стране, об основных направлениях и внутренней, внешней политике государства. Сегодня президент Рауль Хаджимба выступил с посланием парламенту, в котором отразил свое видение стратегических направлений развития республики на ближайшую перспективу. Глава государства уделил большое внимание социально-экономическому положению дел в стране. Президент также озвучил ряд поручений министерствам и ведомствам. Оглашение послания состоялось в актовом зале Кабинета министров в присутствии депутатов, членов правительства, глав городов и районов, представителей общественности. Репортаж Елены Лолуа. Президент выступил перед политической элитой с посланием в первый раз за время своего правления. Рауль Хаджимба подвел итоги уходящего года, а также определил основные направления внутренней и внешней политики. Большая часть послания была посвящена экономической ситуации в республике, которую президент охарактеризовал как сложную. Причин тому несколько. Одна из них – нехватка инвестиций. Российская финансовая помощь была направлена на восстановление социальной инфраструктуры, а не на развитие экономики. Препятствием привлечению инвестиций остается неблагоприятный деловой климат. С одной стороны, существующая налоговая нагрузка весьма комфортна для предприятий бизнеса, но меры по обеспечению гарантий защиты прав инвесторов у нас недостаточны. Эти меры зависят от уровня коррупции в стране, от эффективности правовой и судебной системы. Присутствующие услышали от главы государства не только оценки текущего момента, но и конкретные поручения министерствам и ведомствам. Так, Министерству иностранных дел было поручено в ближайшее время разработать концепцию внешней политики республики. Министерству культуры завершить работу над концепцией государственной культурной политики. Госкомитету по репатриации разработать проект государственной программы по репатриации. А Государственному комитету по молодежной политике – программу государственной молодежной политики. В ближайшие годы мы также должны приступить к разработке последующей реализации программы материнского капитала. Отдельное внимание в 2016 году будет уделено вопросам обеспечения жильем молодых семей. К сожалению, мы за 20 лет практически ни одного шага не сделали для повышения качества жизни молодых семей. Обращаясь к правоохранительным органам и Генеральной прокуратуре, президент Рауль Хаджимба призвал активнее бороться с коррупцией. Эту работу надо вести системно и профессионально. Доводить до конца расследования коррупционных правонарушений и привлекать виновных к ответственности. Правоохранительные органы должны бороться с коррупцией и в своих рядах. В обществе должна формироваться нетерпимость к коррупционному поведению. Нужно приложить максимум усилий по эффективному претворению в жизнь недавно принятого закона о противодействии коррупции. Для начинающих предпринимателей государство будет создавать преференции через льготное кредитование, снижать административные барьеры, отметил президент. Рауль Хаджимба поручил правительству в краткие сроки принять меры по максимальному сокращению проверок предпринимателей. Всего в 2016 году по разным направлениям мы планируем направить на развитие экономики, в том числе на поддержку бизнеса, до 2 миллиардов рублей. При этом нужно максимально снимать ограничения с бизнеса, избавить его от избыточного и навязчивого контроля и проверок. Немотивированные проверки предпринимателей недопустимы. Никаких постоянных проверок быть не должно. Контрольные органы должны наведываться к предпринимателю не более 1 раза в год. И то отслеживать ситуацию нужно там, где действительно есть риски и признаки нарушений. Масштаб уклонения от уплаты налогов в Абхазии катастрофический, подчеркнул президент. В минувший курортный сезон удалось ощутимо пополнить госбюджет, благодаря в том числе усилению контроля над финансовой деятельностью основных государственных туристических объектов, заметил Рауль Хаджимба. Прокомментировал президент и новый закон о налоге на добавленную стоимость, вызвавший критику в предпринимательской среде. Этот закон еще на стадии проекта обсуждался с представителями бизнеса, с депутатами парламента. Были предложения еще более расширить перечень товаров, которые подпадали бы под действие этого закона. Сегодня же мы видим возмущение представителей малого бизнеса. Удивительно то, что они же зачастую безропотно дают больше представителям проверяющих структур, чем то, что обязаны платить государству. Правительство и парламент
должны разрешить этот вопрос. Но все участники процесса должны понимать, без уплаты налогов государство существовать не может. По сегодняшней ситуации даны соответствующие указания правительству вместе с парламентом решить вопрос снижения процентной ставки по мелкооптовым партиям. К концу 2015 года 6 кредитных организаций показали положительный финансовый результат, а у 2 кредитных организаций повысилась категория качества. Это хороший результат, отметил президент. Была проведена комплексная работа по возврату кредитных средств, выданных в предыдущие годы, и реструктуризации кредитной задолженности. В результате этой работы за 2015 год физическими и юридическими лицами погашено долгов на сумму более 600 миллионов рублей, ранее отнесенных к так называемым безнадежным кредитам из суда. В целом доходы банковской системы Абхазии по сравнению с прошлым годом увеличились более чем на 400 миллионов рублей. Это хороший результат. Рауль Хаджимба предложил сократить количество внебюджетных фондов, ввести единый социальный налог и создать новую пенсионную систему. Президент Абхазии также обратился к депутатам с просьбой продолжить обсуждение количественного состава парламента и отметил при этом, что поддерживает идею смешанной системы выборов. Не могу не отметить, что в обществе неоднозначно воспринята идея депутатов об увеличении количественного состава Народного собрания с 35 до 55 народных избранников. В свое время ряд депутатов, отклоняя мое предложение об увеличении числа депутатов до 45 человек, мотивировали это возрастанием бюджетных расходов на содержание законодательного органа. При этом они же теперь поддерживают увеличение состава парламента до 55 человек. Предлагая и поддерживая идею перехода к смешанной избирательной системе, вижу необходимость в дальнейшем обсуждении количественных параметров будущего состава парламента, в том числе с учетом финансовых последствий любых решений. В социальном блоке Рауль Хаджимба поднял тему развития образования и медицины. Завершая послание, президент отметил самое главное. Власть приступила к важнейшим реформам – конституционной, бюджетной, финансовой, налоговой, структурным преобразованиям в экономике и здравоохранении. В 2016 году, по словам президента, реформы будут набирать новые темпы и объемы. Елена Лолуа, Саид Агуха, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Полностью послание президента парламенту смотрите сегодня на нашем канале. Также в нашей программе прямой эфир. Тема передачи «Ауктыха. Охрана исторических объектов Абхазии». Тем временем у здания правительства собралось несколько сот мелких предпринимателей с требованием отмены НДС, взимаемого при ввозе импортной продукции в Абхазию. Глава государства вышел к митингующим после расширенного заседания сессии парламента, где он выступал с ежегодным посланием. Рауль Хаджимба выслушал участников акции и отметил, что есть определенные моменты, которые власти не учли. Президент заверил, что процентная ставка в части, касающейся мелкотоварных поставок, будет разрешена в пользу представителей малого бизнеса. В свою очередь, отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Абхазии Артур Микваби заверил, что правительство будет решать эту проблему. Эту проблему будет решать. Тут подходы разные, здесь разные категории бизнесменов. Надо доработать какие-то вещи, какое-то сегодня можно сделать, которые надо сделать завтра или послезавтра. Так и будет решать. После послания президента Абхазии Рауля Хаджимба Народному собранию, состоявшемся в Большом зале Кабинета министров, заседание сессии продолжилось в стенах парламента. Из 4 запланированных по повестке дня вопросов парламентарии рассмотрели только 2. Остальные были сняты для доработки. Амра Амичба расскажет подробности. При утверждении повестки дня депутат Ахрак Лигвискири внес предложение наложить мораторий на действие закона о налоге на добавленную стоимость. Однако спикер Народного собрания Валерий Бганба, пояснив, что закон регулирует не только особенности налогообложения при ввозе товаров на таможенную территорию Абхазии, внес встречное предложение снять с повестки дня законопроект о внесении изменений в закон об НДС. Спикер отметил, что нашумевшая поправка закона о 10% налоге будет доработана с учетом требований предпринимателей. Валерий Бганба также сообщил, что руководителю Государственного таможенного комитета Абхазии дано указание временно ввести учет ввозимых коммерческих грузов без взимания платежей. Вы знаете, позавчера они были у нас, мы с ними разговаривали, мы им объяснили, где есть какие-то ошибки, недочеты, где есть противоречия между 2 законодательными актами, имеется в виду закон об НДС и таможенный кодекс, что это все мы приведем в порядок
Мы договорились, что они пришлют к нам группу, которая будет с нами работать. Сегодня достигнута договоренность по четко тем вопросам, которые должны найти свое отражение в законе о добавленной стоимости. Вот это когда разработаем, давайте в целом единым пакетом, давайте, Георгий Резикович, это моя просьба, давайте единым пакетом это вынесем. В итоге депутаты проголосовали за снятие с повестки дня законопроекта о НДС. Проект закона о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия также был снят с рассмотрения на заседании по предложению председателя Комитета по законодательству Валерия Агарба. Он объяснил депутатам, что законопроект необходимо доработать. В первом чтении депутаты приняли законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам местного государственного управления и местного самоуправления. Среди прочего, представленным проектом устанавливается новый порядок назначения глав местных администраций, предусматривающий процедуру согласования президентом и районным собранием кандидатуры на должность главы администрации. Также законодательно устанавливается правовой статус депутата собрания и дается исчерпывающий перечень случаев досрочного прекращения его полномочий. Например, причиной досрочного прекращения полномочия может стать отсутствие депутата на 2 заседаниях подряд без уважительной причины. Дискуссию вызвали статьи законопроекта, которые, по мнению депутатов, не способствуют увеличению самостоятельности местных органов управления. Никакого усиления местного органа самоуправления в данном проекте, к сожалению, я не вижу. Вот, например, читаем. В случае, если собрание в течение года повторно выразит недоверие главе администрации города района, президент Республики Абхазия в срок, не превышающий 30 дней, вправе объявить об отставке главы администрации либо распустить собрание. Совершенно верно. Почему районное собрание должно быть подвергнуто распуску из-за того, что она повторно выразила свое же мнение в отношении главы администрации? Начал, что вы ссылаетесь. В итоге второй вопрос, что глава администрации города, района может согласиться и освободить руководителей структурных подразделений, либо не согласиться. Если вы почитали бы второго предложения этой же статьи, в случае, если собрание в течение 6 месяцев повторно выразит недоверие указанным должностным лицам, глава администрации города, района, города в районе, срок не превышающий 30 дней, освобождает их от занимаемой должности. Никакой другой альтернативы главы администрации при повторном выражении недоверия нет. Здесь противоречие. Повторном решении Народного собрания президент может освободить, может быть нет. Да. Может нет. Да. А вот в статье 16, там, значит, если повторное решение принимает Народное собрание, то, значит, глава администрации обязан освободить. Если, значит, президент не может распустить, скажем, парламент, то маленький пример аналогичный. И нельзя, никто не имеет права распустить и народное собрание там, города, там, я не знаю, района. Депутаты сошлись во мнении, что законопроект недоработан, но проголосовали за его принятие в первом чтении, с тем, чтобы в дальнейшем проработать его. Парламентарии в окончательном чтении приняли законопроект о внесении изменений в закон о банкротстве. По словам докладчика, председателя Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Георгия Агарба, в связи с тем, что в республике отсутствуют квалифицированные кадры для функционирования Института арбитражного управляющего, решено до 2018 года пригласить на работу иностранного специалиста без предоставления гражданства Абхазии и ускорить тем самым процесс вступления закона о банкротстве в полную силу. Амрамич, Бабислан Джинджоли, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Судебная коллегия Верховного суда страны продолжает рассматривать уголовное дело о покушении на Александра Анкваб. На сегодняшнем заседании, на котором был заслушан один из свидетелей, побывали наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая. В ходе судебного заседания по делу о покушении на жизнь Александра Анкваба по ходатайству адвоката, представляющего интересы вдовы Алмазбея Кчай Саиды Жана, был допрошен свидетель защиты Заур Чичба, жрец Дандрыбчныха. Он сообщил суду подробности своего последнего разговора с Алмазбеем Кчач, который обращался к нему за помощью, чтобы дать клятву в том, что он не имеет никакого отношения к совершенному преступлению. Кчач пришел к нему. Кчачу бассейн. Приехали, Анкваб, Сарги Салоша, Сролоши, Кчадзватили. Вот Кчач так сказал, что Анкваб считает, якобы я тоже участник этого происшествия. Драбшина, как спунавас, Лосрацкир, Стахопили, я так кусаю, из-за вас хочу очистить себя. Святыню и подскажи мне, какие шаги, что мне надо делать для этого.
Я тебе разрешаю, даю дорогу, приведешь свидетелей. И договорились, и он должен был явиться со своими свидетелями через 2 дня. И через 2 дня я услышал, что сказали, что его убили. Вдова Алмазбек Чач Саида Жанна настаивает на непричастности ее супруга к преступлению. На ее вопрос, что же Заур Чичба знает о событиях 20-летней давности, которые, по ее мнению, напрямую связаны с гибелью ее супруга, Заур Чичба дал достаточно расширенный ответ. По его словам, Владислав Ардзамбах рассказал ему историю о выдворении из Абхазии Александра Анкваба во время войны, в котором участвовал и Алмазбек Чач. Заслушав свидетеля Заура Чичба, суд назначил следующее судебное заседание по делу о покушении на Александра Анкваба на 22 января. Рената Шакая, Астамур Гужба, Абхазское телевидение. Вспышку острых респираторных заболеваний нельзя считать эпидемией, заверили санитарные врачи республики сегодня на совещании в Министерстве здравоохранения. Вирусы гриппа и ОРВИ прогрессируют, как обычно, в это время года. По словам сотрудников медучреждений, значительной динамики роста заражения этими вирусными инфекциями по сравнению с прошлым годом не наблюдается. На совещании также обсудили вопрос состояния и мерах, планируемых по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния курортного города Гагра. Репортаж Асиды Малия. Профилактику острых респираторных заболеваний необходимо осуществлять заблаговременно, пока человек здоров. С момента заражения вирусами гриппа и ОРВИ делать прививки строго запрещено. Могут помочь современные противовирусные препараты, они же обеспечат надежную профилактику от гриппа. Однако самолечением заниматься не стоит, строго рекомендуют врачи. Если в семье имеется заболевание гриппом, все члены семьи должны профилактически принимать меры. То есть это противовирусные препараты, у которых в инструкции написано с целью профилактики вот в такой-то дозе такое количество дней принимать. Тему профилактики гриппа в стране подробно обсудили на совещании в Министерстве здравоохранения, которое провел министр Анзор Гов. В нем приняли участие санитарные врачи республики и столицы, главврач детской поликлиники и терапевты. Они рассказали о ситуации в медучреждениях, о количестве пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Сухумская городская поликлиника, например, с начала января всего обратилось около 50 человек. В настоящий момент есть достаточно действенные препараты противовирусные, которые, если при своевременном их применении, достаточно легко справляются с этой проблемой. Просто населению надо быть настороженным. По словам Берулава, острым респираторным заболеваниям наиболее подвержены дети и люди пожилого возраста. Молодое поколение проще справляется с вирусами ввиду устойчивого иммунитета. Наша молодежь, они стараются выглядеть модно, но ходят так не по сезону. У них ноги вообще переохлаждаются. А переохлаждение – это первый путь к заболеванию респираторными инфекциями, в том числе и гриппом. Нужно одеваться по сезону. Врачи не единожды говорили о пользе прививок, которыми граждане зачастую пренебрегают. Стоит помнить, что прививка от того или иного заболевания в разы облегчает его переносимость. Первое осложнение гриппа – это пневмония, и по статистике это пневмококковая пневмония. А у нас есть хорошая вакцина пневмококковая. Она защитит ребенка от тяжелого осложнения гриппозного. Поэтому, пожалуйста, здоровых детей надо прививать. Особое внимание уделили состоянию здоровья детей и риску их заболевания. Если же ребенок заболел гриппом или ОРВИ, следует приступить к лечению и отказаться от посещения детских садов или же занятий в школе на время так называемого инкубационного периода. Вызовите участкового врача на дом. У нас хорошо работает эта служба, налажена. Телефон регистратуры 226 42 15.
К вам приедут домой, педиатр обязательно должен осмотреть больного ребенка. Для своевременного и качественного оказания помощи пациентам с острыми респираторными заболеваниями необходимо обеспечить все медучреждения медикаментами. Министр поручил предоставить список необходимых для приобретения препаратов. Что касается так называемого свиного гриппа, то заболел им человек или нет, наши врачи могут лишь предполагать, поскольку в Абхазии нет лабораторий, в которых можно выявить его. Вирус H1N1 по симптомам сложно отличить от обычного вируса гриппа и ОРВИ. В случае, если лечащий врач все же заподозрит у пациента такое заболевание, анализ крови будет направлен на исследование в российские лаборатории. Главное – обратить внимание на состояние своего здоровья вовремя. На совещании также обсудили вопросы планируемых мероприятий по проверке санитарно-эпидемиологического состояния Гагры после закрытия курортного сезона. В прошлом году говорили о том, что нужно подготавливаться к курортному сезону. Вот сегодня дано задание начальнику санэпидслужбы Гагрского района о том, чтобы он сегодня уже начал работу по поводу подготовки и ознакомления с ситуацией в Гагрском районе, Гагра и Пицунда, о том, чтобы некоторые недобросовестные наши гостиницы, хозяева гостиниц, вывели свои канализации в ливневки. Мы будем это все исследовать, выдано задание ему, чтобы он привел это все в надлежащий порядок и вплоть до лишения лицензии. В настоящее время идет подготовка комплексной проверки всех здравниц. И что больше всего нас смущает, это система канализации города Гагра. К великому сожалению, изношенность составляет порядка 90%. Гагрская санитарно-эпидемиологическая служба с первых чисел марта приступит к проверке санаторно-курортных объектов. Асида Малия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 1,3, днем плюс 9-11 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Да, или когда на вас напали, вот такого сворачивания.